Sabahleyin biz uyanarken dünya bekler bizden yeni ideyaları, yeni haberleri, yeni ihlamı. Bunları da biz savaşacağız geliştirmeye bugünkü gün sırasından. Hayırlı sabahlar herkesinize dilerim. Uyanırız Gırta kanalının hem adımlarız yeni güne. Çodu can altında saçı gürgülü yüzüm var. O yüzüme baka baka mare saçı gözüm süzüldü. Versene al gülü basmadı saçı gözümü sileyim. Gözümü sildikçe saçı seni mi göreyim? Seni vermeseler bana mare saçı deli mi olayım? Seni vermeseler bana mare saçı deli mi olayım? Deli oldukça saçı kırmı kapayım. Deli oldukça saçı kırmı kapayım. Senin mi yolunda mare saçı köprümü olayım? Gelene geçine mare saçı seni mi sorayım? Bıldır mare saçı turnacık birdi. Bu yıl o yaş buldu. Sen de benim kara gözüm bana mı yaş oldun? İleri deriz programımızı. Bu ara var stüdyomda misafir. Hangisinden siz şimdi ikinciyle tanışacağız bizim yayınlarımızda. Çünkü bir hafta geri açıldı Kumrat kasabasında Kemal Atatürk adına bibliotekasında 151 sergi. Onu da temsil etti Sefta Komrat'ta resimcika Valkaneş kasabasından Любовь Brum. Любовь, sabah hayır olsun. Sabah hayır olsun. Hoş geldin stüdyomuza. Teşekkürler. Bu sergi hangisini açtınız Komrat'ta? O Komrat'ta Sefta olur ama bu değil sizin yıllık serginiz. Hangisini bütünden verirsiniz yaratıcılık uğrunuzda. Ne duygularınız acaba bu sergiden sonra yaşarsınız bu vakitin içinde? Ne insanlar söylediler, sevdiler mi resimlerinizi? No,
Прошло не так много времени, и очень много уже увидели интервью с самой выставки, очень много восторга, восхищения, признательности. И наши местные люди просят выставку сделать и в Вулканештах. Но у нас немножечко проблематично с помещением, только я выставлялась 2 раза в нашем музее, вот хотят, чтобы весной еще и сделать выставку в родном городе Вулканештах. Resimlerin çoğu onlar naturamıza açıklayırlar. O güzeli hangisini biz var kolumuz görelim bizim devletimizde. Siz gerçekten kendi kasabanızda, dolaylarda onlar ilk yazı yaklaştırıyorlar bize. Ben bakışıma öyle göre. Ne seyrettim o resimleri. Niçin düşündünüz 22 resiminizi bu sergide gösterme? Так получилось, что это было неожиданное предложение. Это решение о выставлении работ было в течение часа. Василиса Серафимовна предложила. Я сказала, что в принципе у меня есть пару работ, я могу их вот выставить. И все, что я у себя нашла достойное для внимания публики, в виде 22 работы, были представлены, это вот то, что осталось, то, что лично в моей коллекции. То есть это не на продажу, не на вот публику. Эти работы я делала лично вот для себя. Там конкретно есть цветочные мотивы, так как я очень люблю этот момент из природы. Он мне очень близок, я восхищаюсь весной, это мое самое любимое время года. Поэтому я и писала, рисовала их для себя больше, нежели для публики. Но так получилось, что у меня появилась возможность показать людям тоже то, что я люблю. Şimdi bizim de olacak olayımız görme sizin bakışınızla naturayı, onun güzelliğini hem de onun ne siz içinde yaşadıysanız aldığın çetkacı boyalan elinize. Bu resimleri biz şimdi seyredeceğiz. Siz de bir küçük komentar yapın. Эта работа выполнена темперой на картоне. Здесь больше преобладает гагаузский мотив и принадлежность. Также работа пастелью. Это тот цветок, который характерен для нашего региона. Здесь натюрморт в декоративном исполнении, сусак, тыква. То есть то же, что есть в нашем регионе, ничего чуждого. Эта груша растет у меня во дворе. А эта работа тоже темпера и грусть, она немножечко выполнена в таком и в национальном стиле, как я обычно делаю, но это говорит о том, что нынешнее поколение уезжает с родного края, а вот образ женщины в грусти, она остается у себя на родине, у себя дома, ожидая и тоскуя по своим родным и близким. Это тоже в национальной такой манере немножечко показать просторы нашего Буджака. Здесь больше абстракция, но я в каждой абстракции стараюсь внести какой-то декоративный элемент, который присущ нашим коврам, вышивкам с орнаментом. Вот стилизация орнамента в моих работах, вот, чтобы какой-то момент присутствовала нотка нашего народа, скажем так. Kiliseye benziyor. Это была Ай София. Это работа, да, работа символизирует мою большую любовь к Стамбулу, к Турции. Очень люблю эту местность, там часто бываю. Она меня вдохновляет. Может, потому что мне очень нравится наша принадлежность, что наши истоки идут от тюркского народа. Я, насколько знаю по истории, гагаузы самые приближенные к тюркскому народу. Туркмены и гагаузы. И вот мне кажется, что это такой момент гордости, потому что это великий народ, великая нация, которая была в истории очень значимой. И вот можно не забывать об этом и где-то вот подчеркивать у себя. Вот мне тоже в творчестве нравится этот момент где-то упомянуть.
То есть не просто изобразить, а вот сделать такую некую связь. Siz resimleri deriden mi resimlersiniz, foto mu yaparsınız? Onlardan mı son çekersiniz listeye? O nasıl işiniz gidiyor? В основном это фото, так как я уже говорила на выставке, что очень тяжело женщине быть художницей. На ней дом, семья, дети и, как правило, нет времени. Поэтому это больше фото. Я делаю фотографию того, что мне нравится, и потом, уже смотря на нее, конечно, это не получается копия один в один. Я больше тот исполнитель, который любит от себя добавлять. Вот если мне дать сделать копию, для меня это будет очень сложно, потому что мне хочется в процессе добавить чего-то своего. Вот. И в процессе эти идеи, эти моменты, это состояние приходит само по себе. Вот я вдохновилась, прошла мимо там этого дерева, этого кустика, мимо рынка с цветами. Вот мне так вдохновение пришло, я запечатлела, а потом нашла свободное время и передала это на полотне. Ну, в принципе, так и происходит мое tворчество. Deriden yazmayı o zaman seversiniz. Bir azıcık bekim vakit buna din var ama göreyim hani milli çizgileri de Gagauz karlarında resimlersiniz. Gagauz koloriti sizin resimlerinizde var. O ne yakın size Gagauzluk mu? O ne isterseniz göstermeye mi? O da isterseniz ayrıca türlü uğurlarda da olsun resimleriniz mi yaratıcılığınızda? Ну, это да, это больше, так как мы находимся в самой южной точке нашей страны, и здесь преобладает яркий колорит. И да, отчасти вот этот яркий колорит, соотношение цветовой гаммы, это тоже как символ местности, символ народа, символ принадлежности. Больше вот передать через, даже не через идею, а через цветовое решение. Я бы даже сказала, что я больше передаю вот свои какие-то эмоции, свое чувство и отношение вот к своему народу, к своей местности, к своей родине через цвет. Вот больше, наверное, через цвет, нежели через какие-то там формы или какую-то философию в работах. То есть это больше эмоция и состояние. İsa aldım hani resimlerinizde daha çok şıralı renkler var. Kırmızı var, turuncu, sarı, açık mavi, mavisi, mor renkler. Bu renkler size yakın mı? Onlar halizden alınma, naturadan böyle nasıl siz görürsünüz bu resimleri? Это больше от природы, от видения. На самом деле быть и учиться на художника это очень сложно. Там очень большая база знаний в плане законов колористики. И тебя учат все это время, сколько ты учишься, тебя учат это видеть, понимать эти законы, соотношение этих законов. На самом деле нам природа подсказывает. Просто есть хорошие учителя, которые говорят, обрати внимание на это, что рядом с оранжевым всегда будет в тени темно-синий, потому что тень у нас прохладная, значит там и прохладный цвет будет. Вот меня так научили, и я уже так само собой как бы вижу. И чтобы передать вот эту атмосферу, все делается на контрасте, поэтому преобладает очень теплая гамма, это оранжево-красная, и на контрасте с синими, с темно-синими, зелеными, то есть это контрастные цвета, и они вместе в комбинации, в дуэте, они вот дают такой вот эффект на зрителя. И конечно, обычный наблюдатель скажет, я бы никогда не поставила рядом там, с красным яблоком синий цвет, зачем он нужен? Но он нам помогает, чтобы это яблоко было еще сочнее. То есть если там будет что-то нейтральное, оно не будет таким
аппетитным, скажем, привлекательным. А когда ставится рядом вот контрастный оттенок, вот это сразу притягивает. И, в принципе, это и показывает природа. Это есть в нашем национальном колорите. То есть все оно само собой, люди не просто так брали эти цвета, их смешивали, их ставили как бы рядом. То есть все идет от природы. Главное, чтобы было желание это увидеть и это использовать и в жизни, и в творчестве. Sergilerinizde açı arkana çok mu sıra olur hani seyrediciler, o insanlar kim gelirler sizin yaratmanızı bakma, anlamıyorlar ne suresi mi? Isterler birazcık açıklasın suresi. Olur mu? Да, бывает. Сейчас на выставке есть работа, называется «Июль». Там абстракция и элементы маков. И она недавно была на выставке в нашей региональной галерее. И вот Люба Гаврилова меня потом спрашивает, что ты там хотела изобразить? Все туда подходили, и дети, и взрослые, и каждый что-то видел там. Но на самом деле я не тот, скажем так, художник, который изображает какую-то смысловую нагрузку. Я всем говорю, не надо ничего там видеть, надо просто лицезреть. Вот просто наблюдать. Не нужно там какие-то образы выискивать, какую-то суть, какую-то глубину. То есть художник может это делать, либо не делать совсем. Я, например, это не делаю. Для меня это как поток мысли, поток информации. Вот мне захотелось сделать что-то. Я начинаю делать, оно происходит само собой. То есть это не всегда передача смысла. Это бывает, что ты свое впечатление или наоборот, хочется отдохнуть от повседневности, и вот этот вот отдых, оно получается вот на холсте, на полотне. То есть не всегда это какая-то смысловая нагрузка. Я и не люблю эту смысловую нагрузку. В жизни и так все сложно. А если еще эту сложность добавлять в свои работы, там, шифровать их какими-то образами, силуэтами, то есть это опять-таки работа мозга. А для меня искусство – это больше вот отдых. Вот я отдыхаю, я хочу вот как-то уйти от повседневности. И путем колористики, путем каких-то форм, каких-то пятен. Вот просто, чтобы была эмоция. Вот я считаю, что больше мои картины, скажем так, это больше про мою личную эмоцию, но не передача какой-то информации абсолютно. Hangi техникаларда işlersiniz? Абсолютно во всех техниках. Это и акварель, и это масляная живопись, это живопись темперой, акрил, смешанная техника, например, гелевая ручка и акварель, жидкий акрил. Абсолютно во всех. Не было, наверное, ни одной техники, в которых бы я не работала, но за последнее время мне больше нравится работать темперой. Это не такой распространенный вид живописи, мало кто темперой работает, а этот материал, он прям для меня. Мне нравится он тем, что очень красиво краска остается, вот она высыхает чистым пятном, вот прям чистота, она не выгорает со временем, колористика остается такой же нежной и трепетной, вот как будто эта краска, она характеризует саму меня, наверное, вот ближе мне эта техника. Bugünkü güne kaç yakın öyle işiniz var? Hazır resimler. Ой, очень сложно сказать. И я так, в принципе, не считала. Но и очень много работ, которых уже нет в моей коллекции. И на данный момент я работаю еще над пару композиций, которые я планирую сейчас выставлять в нашей региональной галерее. Скоро будет весна, и у нас традиционная женская выставка. Вот я к ней готовлюсь сейчас, и, возможно, там будут мои новые работы.
Onlarda adılolojiklar ilk yazım. Пока не могу сказать, они только в процессе, а у меня задумки особой нет. Вот есть такие наметки, но у меня все происходит во время процесса. Там видно будет, как это будет, на какую тематику и больше какая характеристика. Но в основном весной это да, это весна. Вот весной тематика весна. Или элементы весны. Sergide gördüğüm resmi hangisi 3 plattan düzülü. Ortadaki diğer, biz şimdi tabi sıra bakabilirsiniz bu resimleri. Ortadaki diğer gagauskacık gösterili bir uzun resim. Yanlarında da daha kısaca. Bu ne soyu işte? Bu yenilik mi bir şey işinizde? O da önce de vardır ta yaptınız 2-3 plattan resimlerinizi. Это триптих, да, это одна из самых моих любимых работ. Этому триптиху года 2, где-то так. Я там работу не подписала, но я так, да, ей 2 года. А она на самом деле находится в частной коллекции. Это я выпросила у своего заказчика эту работу, так как я ее нигде не демонстрировала. То есть я ее нигде не показывала, было показано только фото. И вот мне хотелось, чтобы на нее тоже посмотрели. Она особо удалась. Был запрос такой: изобразить осень так, как я ее вижу. И там такой интересный момент, что она была выполнена тогда, когда мне не хотелось рисовать вообще, от слова совсем. У меня был такой период, когда я не хотела, думала, все, я не буду рисовать, мне не хочется. Но вот благодаря этому заказчику я через себя сделала работу, и теперь она моя самая любимая, эта работа. Там тоже прототип и женщины, гагаузки, да, вы правильно подметили. Там стилизованные просторы нашего родного Буджака и элементы, которые характеризуют тоже нашу местность. Вот мне хотелось образ осени сделать тоже не реалистичное изображение просто какого-то пейзажа, а вот именно в таком стиле. Вот многим она нравится, понравилась, и, возможно, буду эту тему разрабатывать еще для дальнейших работ. Sergide var olan 22 resim, var mı öyle bir ideya ya da tema hangisi hepsini birer toplar? Olsa da orada birkaç temam gösterili. Да, там несколько тем, но у них, в принципе, есть одно общее, такое общее женское начало. У меня, если вы заметили, везде женские образы. Я сама не придавала этому значения до определенного времени, когда я поняла, что да, у меня везде этот женский образ. Да, это говорит о женском начале, о том, что делает женщина, что она несет миру. Это забота, красота, уют, все самые лучшие черты. Наверное, вот этим я хочу выразить, что женщина – хрупкое создание, что она очень может много всего, и вот, родина женского рода, наверное, все это вот как-то взаимосвязано. Все-таки это такая любовь к своей национальности, к своему этническому происхождению. Вот, наверное, в этом есть какой-то символизм. O yaratmaların içinde var geçti yıldan işleriniz, var mı söylemeyen yeni işler. Belki onlar kimilerini daha hiç görmedi kimseydi. Ta kaçıncı yıllardan var resimler? Самая там работа, которая уже много лет, она с 2005 года, получается, ей 20 лет. Это была работа, разработка, идеи. Я готовилась к дипломной работе, и у меня было очень много идей изображать. И вот это одна из интерпретаций для дипломной работы, одна из идей. И вот
она вот именно моя, я ее не на продажу, не дарю. Обычно я свои работы очень как бы часто дарю тем, кто нравится, кто ждет. А эта работа, она мне очень близка, говорит мне о том времени, через которое я проходила. Это студенческие годы, где было очень много интересного, очень много информации. На самом деле учиться, вот и еще раз повторюсь, на художника очень сложно. Там очень много теории, недостаточно того, что ты умеешь. Очень важно, что ты знаешь, какими знаниями ты владеешь. И вот эта работа, она говорит о том, что был пройден этот путь становления. Но я не могу себя назвать, что я там художник, как бы вот. Больше нет. Я исполнитель, скажем так, какого-то отдела искусства, но не могу сказать, что я прям художник. И есть и новые работы, которые были сделаны вот буквально полгода назад. То есть такой диапазон. Это вот все было собрано. Вот все, что там осталось, все, что мне нравится. Есть, конечно, работы, которые я не привезла. Они у меня в кабинете на работе. А вот эти мне хотелось именно показать, потому что они, участвовали в выставках, но только один раз мелькнули и все. Вот, это любимые работы, скажем так. Bu sergide vardı çok misafir, skemliler hep bir getirler insan hep bir akıştı, yaklaştı. Vardı yakın insanlarınız, senseliniz vardı. Bileman Kişinev'in merkez yerinden geldiler, Gagauziyan Yulian tarafından geldiler, Komrat kasabasından vardı Türkiye'den misafirler. Hepsinin arasından öyle sonda yurtul açılışından sonra hep resimler baktınız. Var mı öyle resim hepsinin arasından hangisinde çoğu durgundu, hangisini beğendiler? O sırada bakışlar insanların arasında başkalandılar. Herkes kendi resmini buldu. Да, именно так. Каждый кому-то понравился пастелью пейзаж, кому-то очень понравился этот триптих, кто-то зациклил свое внимание на вот этой работе, которая участвовала в галерее. Кому-то нравится такой момент, там у меня есть работа «Древо жизни», она говорит о семье. И вот кто-то заострил внимание на этой работе. То есть буквально каждая работа была во внимании. Мне это очень понравилось. У каждого свои предпочтения, у каждого свои мысли, у каждого свои ощущения. И вот каждое внимание не осталось, каждая работа не осталась без внимания. Kaç vakitden içinde sergiye yakışacak bakma? Я думаю, что в течение месяца еще выставка у нас будет. Мы сроки не обговаривали, так как там и такой весенний мотив присутствует. Я думаю, как раз к весне природа будет пробуждаться, люди будут тоже пробуждаться после холодной зимы, и больше будет прогулок мимо музея, мимо библиотеки, люди будут заходить. И я думаю, что им будет интересно посмотреть на эту выставку. Bu özel sergi verir alem insana sıcak havayı hem de açık renklerini anglarını biz bekleriz. Doğru söylüyorsan serin, soğuk kıştan sonra insan ağrır, naturanın uyanmasını, kendisi birazcık taylı başlaya giyinme, bakışları değişir. Ютя doğru planlarınız var. Söylüyorsan sergi açacağınız Valkaneş kasabasında. Bu yıl özel planlarınız var mı? Ya da kararlı resimler hangilerini istediniz çoktan resimler, belki onları bu yıl yapacağınız. Поступило предложение от Марины Семеновны сделать персональную выставку в галерее. Возможно, вот как она сказала, 2025 год мы должны это сделать. Вот у меня есть время на то, чтобы подготовить еще работы, собрать все работы, так как там зал очень большой и нужно его заполнить. А за последнее время я мало работаю на больших форматах.
Поэтому у меня есть работа в течение этого года, чтобы это предложение, его принять и сделать, в принципе, это будет как бы и неплохо, и это такая мотивация, скажем так, сделать вот еще выставку в большом помещении, как бы в красивом, ну плюс региональная галерея. Я думаю, что каждый гагаузский художник хочет этого уровня, скажем так. Kalır size dilemez. Hadi güzel başarıları. İkinci serginizi Komrat kasabasında artık region uğrunda bekleriz. Size kolay gelsin işinizde. Yeni yaratmalar inanırım bu yılda da olacaklar. Sadece olsun ihlamınız, olsun istediğiniz hem de o güzel görüntüleri, anıları canınızda kalacaklar. Onları göresiniz, bulasınız hem de belli ki resme onları geçiresiniz güzel duygularla. Да, спасибо большое, что вы тоже ожидаете и верите в то, что я могу это сделать. Это будет, в принципе, интересный опыт, и ну, есть стимул как бы стараться сделать. Вам спасибо большое за такое внимание к моей личности и к моему творчеству. Мне этот момент очень так, он для меня интересен, скажем так, как очередной эксперимент в моей жизни. İlk adımı bu yılda yaptınız, ikinci adımı da bekleriz. Спасибо, да. Sağ olasınız, Любовь, katıldığınız programımıza. Yeni gün programının misafiriydi. Valkaneş kasabasından resimci Любовь Brum, hangisi kendi özel sergisini Komrat'ta içinde temsil eder. Kemal Atatürk adına bibliotekasında barkodlarınızı girersiniz, seyredesiniz. Tabi biraz canınıza alasınız, sıcaklığı hangisini verir bize bizim vatanımız hem de Gagauzluk. Misafirimizi geçiririz, programımız da ilerler.